Героический подвиг, мужество, отвага и смелость. За выполнение боевых задач Юнусбек Евкуров был удостоен высшей российской государственной награды – звания Герой России. Оценить и измерить подвиг невозможно. Конец 90-х. В военные действия между Югославской армией и армией освобождения Косово вмешивается НАТО. Начинаются авианалеты. Стратегическим объектом в противостоянии двух сторон стал аэропорт Слатина. Российское руководство решило его захватить. Это секретное задание поручают Юнусбеку Евкурову. Наши солдаты, прибывшие в Приштину, выполняют приказ за считанные часы. Нас было 18 человек, этого вполне достаточно было. Мы заняли позиции, все захватили, но так, чтобы никто не заметил, что их захватили. Вот в чем вопрос. То есть подконтрольно все. И там, когда необходимость была бы, то мы бы вступили в бой, и мы бы оказались бы в выигрыше, да? То есть мы владели обстановкой, контролировали обстановку полностью. Когда в этот же день к аэродрому прибыла первая колонна натовских сил, а в небе закружились самолеты-разведчики Альянса, их ждал неприятный сюрприз. На аэродроме их встречали российские десантники. По некоторым данным, когда командующий силами НАТО в Европе американец Уэсли Кларк приказал британскому генералу Майклу Джексону захватить аэродром раньше русских, британец ответил, что не собирается начинать Третью мировую войну. Сегодня глава Ингушетии свой подвиг называет обычной работой. Но эта обычная работа позволила предотвратить смерти сотен тысяч невинных людей. Юнусбек Евкуров лично широко известный в военных кругах. Он командовал российским марш-броском на Косово, занимал аэропорт в Приштине, а еще вчера был заместителем начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа. И вот теперь высокая политическая должность. С октября 2008 года генерал-майор Юнусбек Евкуров занял пост президента Ингушетии. Тогда республика была известна в российском обществе как одна из горячих точек Кавказа. Что ни день, то новость о терактах и десятках погибших. Те непростые времена остались в памяти народа. Это время, я надеюсь, что оно никогда не вернется. В то время в 25 лет инфаркты, умирали молодые ребята от инфарктов. Почему? Потому что они очень сильно переживали за то, что происходит. Это была уникальная ситуация, такой в стране нигде не было. Сегодня, по милости Всевышнего Аллаха, в нашем регионе есть безопасность. По сожалению, прекратились все эти убийства. Конечно, сегодня, когда человек может спокойно выйти из дома на работу и спокойно приехать домой, это дорогого стоит. И это мы сегодня имеем. И надеемся, что и впредь у нас не будет никаких взрывов, не будет никаких опасностей, что будет у нас спокойствие и что наша республика будет процветать. Сегодня власти республики сосредоточены на развитии экономики, социальной сферы и культуры. А очередной наградой для Юнусбека Евкурова стала безопасность своего народа. Хава Султыгова, Новости 24.